Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, какие счастливые события уже идут, летят, спешат в вашу жизнь. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, задайте свой вопрос, а именно, какие счастливые события идут в мою жизнь. И давайте посмотрим. Я думаю, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы моими руками закроют то, что сейчас закрыто. Замечательно. Любовь идет в вашу жизнь. Любовь и наполненность. Смотрите, у кого-то отыграется как встреча с новым партнером, очень хорошим, положительным человеком, добрым и открытым. Мало того, это еще человечек-помощник вам идет. Помощник по жизни, по какой-то ситуации. А у других наполненность отыграется хорошим здоровьем. Возможно, у вас проблемы со здоровьем. Возможно, вы проходите лечение, либо вам назначили какое-то очень тяжелое лечение. Там, может, даже какие-то операции могут, да, манипуляции проходить. И вы сейчас переживаете, вам и страшно, и сложно. Нет уверенности, что будет. Смотрите, все будет замечательно. Идет рост, идет развитие и идет, конечно же, наполненность. Значит, вам ли тужить, мои хорошие? Вам ли тужить? Сейчас страшно, а вот завтра уже будет поспокойнее, а послезавтра уже будет интересно, а послезавтра вы поймете, что вы на правильном пути и так дальше. Знаете, вот потихонечку, так по ложечке, да, вы будете получать позитив, хорошую информацию, вы будете понимать, что да, со мной все в порядке, со мной ничего плохого не случится. Впереди у меня, может быть, да, там лечение, либо прохождение каких-то манипуляций, но все закончится хорошо, удачно, положительно, да, для меня закончится. Если эта ситуация связана, например, с вашими родственниками, не переживайте, с Божьей помощью и с вашим участием человеку по судьбе выздороветь, стать здоровым, стать на ноги, все у вас будет замечательно. Так, мои милые. По поводу тех, кто уже в паре, в браке, в отношениях, здесь мужчина будет как-то по-другому себя вести, он как-то будет по-другому к вам проявляться. Вас, возможно, даже это немножечко напугает, да, ну не привыкли вы, что мужчина там кофе вам с утреца, да, там заварил, еще там пошел в пекарню, круассанчик купил, да, либо там, может быть, там расщедрился, даже там яйца пожарил, да, будет вас чем-то удивлять, вот каким-то отношением. Либо мужчина, который не отличался там домовитостью, вдруг, не знаю, скажет, а давай ремонт сделаем, а давай тебе там что-нибудь купим, а пошли тебе шубу, например, купим, да, я вот видел, скидки есть. Вот у меня как раз премия там идет, давай пойдем тебе купим. Ну, вот как-то будет радовать вас. А вы будете ходить вот такая, знаете, полунапуганная и креститься. Чур меня, чур, что случилось? Мужчина, где мой муж? Куда вы его дели? Кто вы такой? Почему вы такой добрый и щедрый? Слушайте, прям тут классно. Ну, девчонки, вижу, что кто-то из вас прям будет шокирован таким поведением, либо таким отношением к вам, вашего мужчины, да, вашего мужа. Ну, понятно, когда это романтика начала, мужчинки стараются. Когда ты прожил уже там 10-15 лет, а то и 20-30, да, то мужчины уже, ну, ведут себя совершенно, это будешь похоже как дети. Дети, причем малые еще и противные. Вот. А тот мужчинка порадует. Вот что прям проснется желание вас порадовать, вас удивить. Ну вот, потянется. Он к вам потянется. По каким причинам? Наверное, на красном песке лучше посмотреть. Но то, что я вижу, мне очень нравится. И я за вас рада. Вы этого достойны, вы этого заслужили. А кто-то из вас даже никогда в жизни этого не чувствовал. Да, любовь и заботу от мужчины. Вот в том формате, который к вам идет. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня человек, который учится. Человек идет за знаниями. У кого-то это будет как
ну, как хотела сказать, принуждение, да. Ну, может, даже и принуждение. Может быть, на работе вам скажут, что вам нужно идти повышать квалификацию, либо вам нужно там чему-то учиться. И вот скажут: иди учись, мы тебя посылаем, иди учись. И вы так посидите, подумайте, скажете: ой, не хочется, ну ладно, ну пойду. А кто-то вот сознательно думал об этом, вот прям спланировал это все дело, даже, может быть, деньги для этого собирал, чтобы пойти учиться. И пойдет человек учиться. Сразу хочу сказать, будет нелегко. Я это вижу, я от вас этого скрывать не буду. У нас как раз ученик в левой стороне вышел, значит, могут быть какие-то с этим делом сложности, либо действительно, вот, может, успевать не будете, может быть, вот учеба потребует каких-то колоссальных временных затрат. То есть, например, человек работает, он идет на курсы, потом ему задают домашку, приходишь там до часу, до 2 ночи, должен там сидеть, что-то штудировать, учить, запоминать, либо практиковать. Ну, нелегко, нелегко. Но вы не сдавайтесь. Ни в коем случае не отказывайтесь от этих знаний, либо от этой учебы. Для вас это жизненно необходимо для вашего будущего. Сейчас вы будущего своего не видите. Ну вот даже я вам не могу сказать вот конкретно, что произойдет. Но то, что вас это приведет к какому-то успеху, к какому-то росту и развитию, и в будущем вы себе сама скажете: боже, какая же ты девочка умничка, да, что ты тогда не бросила, что ты доучилась, получила знания, там, эту бумажку, сертификат, лицензию, не знаю, что вы получите. Вот, вы себя сами поблагодарите. Это действительно нужно, это важно. И на это учение вас толкает сама судьба. Высшие силы кого-то, знаете, вот за руку тащат, кому-то пендалями гонят, но это нужно, это должно быть. Учитесь, девочки, учитесь обязательно. Не отлынивайте и ни в коем случае не бросайте. Доведите эту учебу, это знание, получение, вернее, знания до конца. Дальше, мои хорошие. Здесь человечек идет в вашу жизнь. Человечек такой, знаете, неказистый. Может быть мужчина, может быть женщина. Отличительная черта этого человека, ну, какое-то вот смешное лицо, либо, ну, человек крайне непривлекательный внешне, но человек с огромным внутренним миром. Вот этот человек, он... Но вы будете смотреть, вы будете удивляться и думать: ну вот как, да, такой невзрачный человек, либо потешный даже, да, может, там уши лопоухие, либо там, не знаю, там какие-то есть особенности, да, особенности лица. И вот какой положительный, добрый и открытый. Вы с этим человечком дружить будете. Дружить, причем дружить достаточно плотненько. Человечек, правда, идет на какой-то короткий промежуток времени, но достаточный для того, чтобы вас поддержать. Вот чем-то вас поддержит, либо что-то для вас сделает. Какой-то вот момент подставит плечо, либо там, знаете, просто скажет: а я в тебя верю, а пойдем вместе, а я за тебя там подпишусь, либо там выскажусь и прочее, прочее. Вот такой человек идет. Замечательно. Дальше, мои хорошие, деньги. По деньгам. У кого-то очень кредитов много, либо каких-то долгов. Ну, прям как... Ой, долгов как шелков. Что-то вы так насобирали на себя, да? Еще кто-то помог вам насобирать. Кому-то вы верили, человек там, возможно, отморозился. Ладно, суть не в этом. Мы говорим по факту. Вот есть ситуация долгов, много долгов. Вот смотрите, идут умные люди. Люди, либо, я не знаю, может быть, юристы какие-то, может быть, юристы-волонтеры, либо как они называются, вот юристы, которые людям на добровольной основе, правозащитники, да, правозащитники, идут к вам такие люди. Либо вы с ними познакомитесь, либо кто-то вас познакомит, может быть, кто-то порекомендует. Вот эти люди вас чему-то научат. Может быть, научат, как вам поступить, чтобы с вас списали долги, либо чтобы вам какие-то рассрочки выдали, либо чтобы вы куда-то обратились и вам была выделена какая-то помощь. Вот что-то вот связано с помощью по закрытию ваших долгов. То есть оплаты я не вижу, вот что вы там прям раз разбогатели в один момент, вытащили пачку денег, расплатились. Нет, этого я не вижу, брать я не буду. Но то, что вам дают
какую-то информацию, и у вас бумажка, это документ, бумажка. Благодаря этой бумажке вы вот как будто бы как избавляетесь, что ли, от этих долгов, либо с вас списывают какие-то долги, либо как-то делают вам, что вам легко выплачивать, либо просто не знаю, в какой стране кто живет, какая там система. Я вижу, что вам становится легко. Вот. Вы улыбаться начинаете, и жизнь, она такая поярче становится. То есть вам очень сильно конкретно эти люди помогут. Сколько этих людей? Мне почему-то идет может быть, это какой-то офис, да, вот с одним человеком вы напрямую общаетесь, но там есть люди, которые повыше и пониже. То есть, я так понимаю, по квалификации, либо по статусу, да, вот есть обычные сотрудники, и есть люди, которые такие прям мастодонты, да, права, например, там, заслуженные юристы и прочее. Вот, вы как-то туда попадете. Вы идете туда как проситель, а выходите от них как победитель. Вы просите за свою жизненную ситуацию, а выходите как победитель своей жизненной ситуации. Так что кому актуально, готовьтесь. Вот вам тут помогут. Еще с правой стороны. Это замечательно. Так, еще покупка здесь какая-то, покупка почему-то убегающая. Вот вы что-то хотите приобрести, только вы, например, насобирали денежку, вы идете покупать, то нету этого товара, либо этой покупки, то цены повысились, то, может быть, качество упало, да, то есть то, чего вам не хочется. Вот с этим проблема. Это может касаться чего угодно, начиная, там, например, от вещей, заканчивая, может быть, даже имуществом. И вы вот уже просто думаете, что на вас поделали. Как так, да? Я хочу купить, подавайте мне эту вещь. Я же не прошу бесплатно, да, я хочу купить. Вот не получается. Вот это бегающая покупка. Почему она от вас бегает? Потому что вам, мои хорошие, суждено купить от конкретного человека, либо у конкретного человека. Да? То есть вы ищете определенного продавца. Ваш продавец – это мужчина, причем мужчина молодой, светлый. И у этого мужчины, смотрите, у него то ли усы, но не борода, усы, наверное, либо, может быть, баки какие-то длинные. Вот такой мужчинка идет. Вам нужен честный продавец, и вы этого честного продавца найдете, который вам действительно и по хорошей цене, и хорошего качества, и посоветуют, и, может быть, даже какой-то сервис там окажет, да, какие-то, может быть, после, как это правильно называется, после продажное обслуживание, да, что-то вот должно быть, как дополнение идет к покупке. Вы этого человека найдете. Найдете его, кстати, вы в течение, я так понимаю, у вас кратно 2 идет, да, 2 недели, 2 месяца. Найдете этого человека. Мало того, вы через эту покупку с этим человеком то ли дружить будете, то ли на каком-то контакте будете с этим человеком. А у кого-то из вас отыграется, что этот человек, он даже вот как с дальнейшей перспективой чуть ли не в семью вам войти. Понимаете, вот так идет. Каким образом, я не могу сказать. Здесь вот четко нам просто показали, что с этим человеком ниточки будут идти, ниточки к вам. Но дождитесь этого парня, да, этого мужчину. Еще раз говорю, блондин. И усы, либо баки у него. Вот эти бакенбарды. Такой человечек. Светленький, прям такой беленький, как сметанка. Такой хороший, честный, открытый. И не жулик, не шарлатан. Знаете, вот там торговцы, они иногда могут... это их не хлеб, да, они этим живут. А этот нет, этот прям такой душечка, милашечка. И еще очень много хорошего и полезного вам сделает. Так, работа еще у меня тут выходит. Работа выходит имперской короной. Это, конечно, ого-го, какой знак. Но вот только меня смущает подход, либо путь к этой имперской короне. Остаются мне девочки, вот особенно девочки, хотя мужчины тоже, что ваш этот путь к имперской короне, это руководитель, это высокое положение, это может быть руководитель предприятия, либо руководитель подразделения.
ну, карьера вот так серьезная, да, серьезный карьерный шаг. Вот он идет через отношения. Ну, кто-то по доброй воле, да, может вступить в служебный роман. Ну, а кого-то могут, ну, скажем так, уговаривать, да, уговаривать, что вот ты мне, дескать, отдайся, а я тебе должность дам. Ну, что сказать, Конечно, если через силу, оно-то, конечно, не годится. Если по любви, ну, почему и нет. Для тех, кто через силу, смотрите, девчонки, вам кажется, что тот, кто будет предлагать, ну, как бы важный человек, да, и что, ну, а что я сделаю, да, он мой начальник, он мне предлагает, ну, допустим, да, с позиции женщины говорю. Вот, у меня там два варианта, либо уволиться, либо согласиться. Но согласиться я не хочу, мне противно. И вообще, я женщина порядочная, и мужчина этот мне не нравится. При этом он там женат и прочее. Здесь нам так указано, что у вас будет возможность этого мужчину то ли шантажировать. То есть он вам как типа предлагает, а вы ему говорите, ага, а вы ему такая, а я сейчас кричать начну. Кричать так, что все сбегутся, будешь опозорен, а потом будешь со своей женой разбираться. Либо скажете, а я с твоей женой дружу, да, либо там общаюсь, либо телефон ее знаю. То есть кто-то получит по любви, да, скажем так, через роман, а кто-то получит, ну вот через использование информации об этом человеке. Но это вот прям, знаете, и смех, и грех. То есть карьера идет, и да, вы ее заслужили, и да, вы, конечно, хороший человек, прекрасный профессионал. Но вам позиция, вот следующий шаг в вашей карьере, он дается вот именно таким образом, странным образом. Но вы, главное, не бойтесь. Ну, я думаю, что вы сориентируетесь. Вот я не вижу тут прямо вам тут каких-то предпосылок там, к страху, либо что куда-то на кого-то надо заявлять. Нет, это уже похоже на какую-то игру такую острую, но вы вот все равно выходите в эту корону имперскую. То есть вы получаете должность. Либо вы этого человека, ну как, пошантажируете позором всеобщим, да, оглаской. Может быть, он и не будет особо предлагать, может, он намекнет, скажет, там ты мне нравишься, ты, а вы ему скажете, ах ты, негодник, кобелина ты. Да, он испугается и скажет, ладно, давай так, я тебе даю должность, да, а ты молчишь и забываем, что между нами было. Ну вот может и так отыграться. Ладно, девочки, корона вам идет, значит будет. Так, и еще по поводу поиска работы, еще хочу вам такую вещь сказать, кто вот ищет. Вот вы ищете, может быть, в нескольких местах, но какой-то один источник вы исключаете из своего поиска. А вот именно через то, что вы исключаете, вы работу свою и найдете. Работа, возможно, будет не аховая, но тем не менее стабильная, денежная и ну, вот с дальнейшим развитием и перспективой. Кто искал работу, у вас идет четверочка, то есть это либо 4 дня, либо 4 недели. Вы работу найдете. Но источник, откуда вы получаете информацию об этой работе. Вот подумайте, где вы искали. Ну, допустим, да, в газете искала, в интернете искала, там у подружек спрашивала. Да, где не искала? Например, кадровые агентства есть, да, хитхантеры. Есть еще там всякие паблики, социальные сети. Вот там еще поищите. Потому что ваша работа, вот такая информация, да, что она вас ждет. Вот просто ждет. Может быть, вакансия открыта там 2 месяца назад. И эта вакансия именно ваша, и она вас ждет. Поищите в другом месте. Вот напишите себе список, да, где искала, где не искала. И сфокусируйтесь на тех ресурсах, где вы еще не искали. И вы обязательно найдете. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.